В эти минуты в Республиканском медиацентре началась пресс-конференция, посвященная чемпионату мира по международным шашкам среди женщин и жеребьевка участниц чемпионата. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию. Добрый день, уважаемые журналисты, коллеги, любители шашек. Позвольте начать нашу пресс-конференцию. Для проведения чемпионата мира по 100-клеточным шашкам. Как вы знаете, 10 по 23 июня у нас в городе Якутске пройдет чемпионат мира по шашкам среди женщин. 27 мая 2019 года вышло распоряжение главы республики Саха-Якутия Асина Сергеевича Николаева под номером 421 РГ о проведении чемпионата мира по международным шашкам среди женщин. Международный чемпионат мира по шашкам у нас будет проводиться уже третий раз. Как историю хочу сказать, что в 1999 году первый раз прошел такой чемпионат и в 2007 году. В этом году третий раз будет проводиться. И, как я сказал, она пройдет у нас 10 по 23 июня. Позвольте мне представить наших выступающих. Это Птицын Владимир Ильич, президент Федерации шашек Республики Саха, и Местников Сергей Васильевич, генеральный директор некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха», и Никифоров Юрий Егорович, директор Центра интеллектуальных видов спорта Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Северо-Восточного федерального университета и вице-президент Федерации шашек Республики Саха. Но сразу дадим слово президенту Федерации шашек Владимиру Ильичу. Пожалуйста, Владимир Ильич. Спасибо. Добрый день, уважаемые присутствующие. У нас нынче у шашистов очередной праздник. Мы проводим чемпионат мира среди женщин по 100-клеточным шашкам. Как Леонид Николаевич сказал, это не первый раз, третий раз уже чемпионат, но тем не менее это очень волнующий момент. В августе прошлого года Международная федерация шашек предложила провести России чемпионат. Ну, а в России, значит, предложение от России поступило в нашу республику. Вот, как сказали уже глава нашей республики Асин Сергеевич, подписала распоряжение о проведении этого чемпионата. Ну, количество участников 16, вот, из 9 государств, в том числе 5 участниц будут из России, 3 из Беларуси, 2 китаянки, и остальные по одной. Это Монголия, Голландия, Польша, Украина и Кот-д'Ивуар, Африка, и государство, так, очень маленькое государство, государство Аруба, это там представительница будет участвовать как чемпионка панамериканских игр. Вот такая география. Я хочу сказать, сейчас очень помолодела возраст участниц. Мы уже нынче не увидим таких асов, таких корифеев шашисток, как Зоя Голубева. Вот. Дело в том, что молодые наступают. Я смотрю по биографии. Самая старшая это Тамара Тацакужина, 31 год ей. А самая молодая это монголка, значит, Хуслин Эйхенболт, ей всего 13 лет. Вот. И все между ними.
Вот, ну, самое, значит, решение принято, что вот мы Сергея Васильевича очень благодарим. Фонд «Будущее поколение», силовой фонд, он выступает генеральным спонсором по финансовой части этих игр чемпионата. Ну, естественно, еще мы называем университет наш северо-восточный, поскольку они нам предоставляют, так же, как и раньше, в 2007 году, безвозмездно, значит, свой культурный центр университета. Вот. Ну вот представитель и является директором этого турнира, будет чемпионата. Так, ну, нам, конечно, вот небывалый случай нынче подтвердило, как говорится, вот никогда такого не было. В чемпионате мира участвуют 3 якутянки. Вот. Но 2 якутянки, это Матрена Наговицына и Наталья Шестакова, путевку завоевали на чемпионате Европы. Матрена там заняла 1 место, а Наталья 2 место. Вот. И 3-я участница, это, как сказали уже, Ксения Нахова. Вот, она как на место спонсора, спонсором является наша республика, проводит этот чемпионат. Нам выделено дополнительное место, и вот она будет участвовать. Она прошла очень сильный отбор среди своих сверстников, коллег, и из 16 претендующих заняла 1 место и будет участвовать на этом чемпионате мира. Ну вот, кратко такие вопросы. А если там по ходу, значит, конференции, если поступят вопросы, мы ответим. Пожалуйста. Спасибо, Владимир Ильич. Слово предоставляется генеральному директору некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха» Местникову Сергею Васильевичу. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые зрители. Нам сказали, что эта передача вещается на прямом эфире. Я думаю, что наши жители республики с большим интересом наблюдают за ходом происходящего. Но, как вы знаете, Якутск очередной раз становится центром мирового спорта. Не только Якутск, но и Республика Саха-Якутия. Вы знаете, что совсем недавно у нас в Якутске проходили такие соревнования мирового уровня, как чемпионат мира по масс-рестлингу, проходил Кубок мира по вольной борьбе. Это о чем говорит? Это говорит о том, что республика уделяет достаточно большое внимание развитию спорта, физкультуры, подготовке наших детей, юных спортсменов к большому спорту. Это, во-первых. Во-вторых, говорит о том, что мировой уровень, мировое сообщество, спортивное сообщество признает наши заслуги наших спортсменов в подготовке высочайшего класса спортсменов и, соответственно, принимает решение о проведении таких вот соревнований у нас здесь в республике. Опыт республики очень богатый, и мы достаточно высоко организованном уровне проводим такие соревнования. Ну, основная цель, как вы знаете, это вовлечение граждан, жителей, занятий физкультуры и спорта. Наблюдая за такими соревнованиями, наши дети и подростки должны захотеть заняться такими видами спорта, и что, конечно же, положительно сказывается на их здоровье и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, Целевой фонд будущих поколений уже не 1-й год занимается и поддерживает интеллектуальные виды спорта. Вы знаете, что у нас в республике достаточно сильно развит, ну, скажем так, физические виды спорта, где соревнуются физическая сила и ловкость. А вот интеллектуальные виды спорта у нас в республике тоже имеют достаточный уровень потенциала, и наши дети, спортсмены на мировом и российском уровне завоевывают достаточное количество медалей, о чем подтверждают результаты наших шашистов, скажем так, по признанию Министерства спорта республики и Федерации. Наши шашисты больше всего медалей приносят в копилку Республики Саха-Якутия. Так ведь, да, Владимир Ильич? Да. Поэтому это говорит о том, что у наших детей потенциал огромный, и наша задача и республики, властей,
общественности создать условия для того, чтобы наши дети получили поддержку, развитие для выхода на мировой уровень. И с этой целью Фонд будущих поколений вместе с Федерацией по шашкам поддерживает ежегодно мероприятия для участия наших детей на соревнованиях российского и мирового уровней. И вы знаете о том, что мы в этом году также очередной раз проводили соревнования на площадке в НВК Саха-Якутия, где в прямом эфире проводили шашечный турнир между двумя именитыми спортсменками. С одной стороны, от республики участвовала Матрена Наговицына, четырехкратная, да? Пятикратная чемпионка мира. И с другой стороны участвовала Наталья Садовская, действующая чемпионка мира 2018 года. И вы знаете, что в прямом эфире на глазах у всех зрителей наша спортсменка Матрена Наговицына победила, скажем так, именитую спортсменку Наталью Садовская. За этим эфиром наблюдали многие. Этот эфир организовывался в том числе целевым фондом будущих поколений. И мы считаем, что наблюдая вот за такими турнирами, детей ежегодно, желающих заняться шашками, становится все больше и больше. Об этом и говорит сама Федерация по шашкам. То есть мы достигаем целей, наши дети родители наших детей завлекают своих детей в занятия спортом, шашками. Это самый наш главный результат нашей этой работе. Ну и вот в предстоящем чемпионате мира целевой фонд будущих поколений решил не вставать на стороне, а принять прямое участие, а именно поддерживать в финансовом плане и организационном плане. И мы готовы сегодня достойно организовать и встретить этот чемпионат мира по шашкам. Спасибо. Спасибо, Сергей Васильевич. Благодаря таким людям у нас вот сейчас, которые помогают, организуется вот этот чемпионат мира. Но мы знаем, что шашки – это у нас один из самых медалеемких видов спорта, поэтому мы всегда будем поддерживать этот вид спорта. Так, сейчас по регламенту у нас жеребьевка должна быть. Даю слово Никифорову Юрию Егоровичу, чтобы провести жеребьевку чемпионата мира. Добрый день, доброе утро, доброй ночи, дорогие участники, тренера, представители стран, участников чемпионата мира. Почему я так говорю? Потому что в прямом эфире онлайн нашу жеребьевку наблюдают все участники турнира. Наблюдает за нами главный судья Айрат Нургалиев. Привет, наш дорогой главный судья. Сегодня в жеребьевке принимает участие заместитель главного судьи, судья всероссийской категории Винокуров Гавриил Петрович. Также в жеребьевке будут участвовать директор Республиканского центра шашечно-шахматного центра Бурнашов Алексей Юрьевич. Также будет принимать участие в жеребьевке чемпион России среди мужчин по стоклеточным шашкам 2018 года, международный гроссмейстер России Гермогенов Николай Николаевич. Порядок проведения жеребьевки согласован со Всемирной Федерацией шашек с главной судьей. Согласно порядку жеребьевки сегодня будем определять номера всех участников. По итогам жеребьевки каждый будет знать, когда, каким цветом, в каком туре они будут играть с каким соперником. Это очень ответственный момент. Вот поэтому мы, согласно требованиям Международной Федерации шашек, в барабане положили 10 номеров. Сперва будут в жеребьевке участвовать спортсменки из России.
так как из России будут участвовать 5 спортсменов. Все участники стран должны сыграть между собой в первой половине турнира. Сейчас в барабане находятся следующие номера: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 11, 16. 10 номеров. Сейчас приглашаем для организации жеребьевки президента Федерации Чеченской Республики Саха-Якутия Владимира Ильича Петицына. Первым будет определен номер участницы из России, многократного чемпиона мира в укороченных программах Матрёны Наговицыной. Прошу, Владимир Ильич, определить, какой номер будет у Матрёны. Так, номер 4. Так, организаторам жеребьевку прошу, так, барабан для жеребьевки положить следующие номера: 1, 2, 3, 16. Сейчас будем определять номер пятикратной экс-чемпионки мира Тамары Тансыгужиной. Прошу, Владимир Ильич, определить номер Тамары. Так, третий номер будет разыгран для чемпионки Европы 2016 года, третьего призера чемпионата мира 2017 года Айгуль Идрисовой. Дальше жеребьевку проведем для вице-чемпионки Европы 2018 года Натальи Шестаковой. Так, для Натальи Шестаковой. Так, определяем номер телефона для Натальи Шестаковой. Вынимает номер Владимир Ильич Петицын. Первый. Номер 1. Так, для Ксении Наховой номер, прошу определить. 16. Спасибо, Владимир Ильич. Для дальнейшего проведения жеребьевку приглашаю Местникова Сергея Васильевича, генерального директора некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия». Будем определять номера для белорусских участниц. Так, всего положено 6 номеров, да? 3 номера, да, 3 номера. Так, сейчас определяем для Ольги Федорович. Номер 8. Ольга Федорович. Определяем номер для Дарьи Федорович.
Номер 9 для Дарьи Федорович. Разыгрываем номер Полины Петрусевой. Полина Петрусова будет играть под номером 10. Приглашаю для проведения жеребьевку Спиридонова Леонида Николаевича, исполняющего обязанности директора Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд республики. Будем разыгрывать номера для китайских спортсменов. Так, сперва определяем номер для Хан Син Чжао. Номер 5. Тогда для второй участницы номер будет определен согласно положению. Какой номер будет? Да. Сейчас тоже будем определять из 2 номеров. Разыграем для китайской спортсменки Ю Чжан номер. Номер 13. Китайская спортсменка Ю Чжан. Мы разыграли 10 номеров. Осталось 6 номеров. Для проведения жеребьевки приглашаем Азарову Нюргану Степановну, чемпионка России по международным шашкам среди женщин 2018 года, международного мастера. Сейчас просим определить номер Натальи Садовска, Польша. Номер 7. Садовска Наталья. Определяем номер для украинской спортсменки Виктории Матричка. Третий призер чемпионата мира. Номер 14. Номер 14 для Матрички. Определяем номер для спортсменки из Голландии Хеке Ферхеул. Она представляет Европу, Голландию. Номер 15. Номер 15. Определяем номер для самой юной участницы, спортсменки из Монголии Куслен Энкболт, Монголия. Номер 12. Номер 12. Определяем номер для чемпионки Африки. Так, спортсменки из Кот-д'Ивуара Бьятне Эрса Негбре. Номер 11. Номер 11. Определяем номер для вице-чемпионки Америки. Так, из Аруба Аннелайн Джейкобс. Номер 6. Номер? 6. Номер 6. Поздравляем, большое спасибо. Жеребьевка проведена. Судейской коллегой прошу оформить соответствующий документ. Спасибо. Вот и провели нашу жеребьевку. Я надеюсь, что игра будет очень хорошая.
И переступаем тогда сейчас к вопросам. Вот, наши журналисты можете задавать сейчас вопросы по подготовке, по организации этого турнира. Если есть вопросы, пожалуйста. Выходите в микрофон и Владимир задавайте Ильич, вопросы. здравствуйте. Во-первых, приветствую всех. Спорт Якутии, газета Степан Посельский. Скажите, пожалуйста, вот дважды у нас уже проводился чемпионат мира, да? Расскажите, можете чуть-чуть подробнее рассказать, были ли у нас победители из числа наших якутских шашистов здесь у нас в Якутске? В прошлых чемпионатах у нас мира не было победителей. Вот я 99-й год хорошо помню, там, значит, Голубева, Кухман и Тетрелина заняли одинаковое количество очков, и первое, второе, третье разделили бы. Но мы в Москве, тогда я первым вице-президентом ПМЖД был, и в Москве мы организовали между ними микроматч. И тогда, значит, Голубева первое место заняла, Хухман, Голландия, второе место, и Тетерина третье место заняла. А в 2007 году, я точно не могу сказать, но наш там представительница из нас, вот... Данилова Марфа. Марфа Данилова. Марфа Данилова, ну, она призовое место не смогла попасть. И вот надежда в этом году. У нас как-никак 3 участницы сразу как бы выступают за вот, на эту борьбу. Вот такие результаты. Спасибо. Еще есть вопросы? В этом году у нас участвуют 3 спортсменки. Это Наталья Шестакова, Матрена Наговицына и Ксения Нахова. Павлов Сакачеле. Владимир Ильичтен идекун багарагын бу хакахригер доваканды чемпионата ытылын кайдак бахарлынна. Колора бу манна конкурс эгин бараду атындайдылар бу манданы ыдактан эме багаралар болуди. Бу чемпионат мира Сакарига. Я скажу, да, здесь у ПМЖД в прошлом году были, в общем-то, трудности по месту проведения, и они сразу предложили, что большое количество, они сразу видно было по квотам, по путевкам, что большое количество участников будет из России. Вот как и сегодня вот требовалось доказать, что 5 участников. И они предложили Россию. Ну, Россия там, значит, естественно, как один из шашечных регион, так скажем, да, в России, Якутия, предложили нам. Это в августе прошлого года. Но мы, естественно, значит, провели за этот период большую такую работу, ну, не организационную, а вот именно, так сказать, чтобы убедить наших руководителей, наших спонсоров. Вот. И вот на сегодня мы имеем как доказательство распоряжение нашего Ильдархана Асена Сергеевича, главы республики, о проведении чемпионата. Так, конкурс, ну, я сразу скажу, что в ПМЖД не было. Я хочу добавить, в 2007 году, когда мы проводили чемпионат мира в Якутске, была поставлена очень высокая оценка. Впервые на этом чемпионате мы использовали электронные часы. Надо сказать, в тот период, в 2007 году, весь мир через интернет очень хорошо наблюдал за хорошей организацией чемпионата мира. В последующие годы чемпионаты были в разных странах. В 2015 году было в Китае, в 2017 году было в Эстонии. И все хотели еще раз попасть в Якутск и просили. И на этот раз, благодаря поддержке нашего
наших руководителей республики Ильдархана, так, нашего ректора университета Федерации шашек. Мы согласились, и в этом году большая честь провести чемпионат выпал в город Якутск. Будем провести чемпионат так же, как в 2007 году в культурном центре «Сергеляцкие огни». Университет проводит всю подготовительную работу, центр готов. Мы всех вас приглашаем принять активное участие. Торжественное открытие чемпионата мира состоится 11 июня, 14 часов в актовом зале культурного центра «Сергеляцкие огни». Спасибо, Юрий Григорьевич. Ага. Еще есть вопрос? Можете чуть-чуть подробнее рассказать вообще про формулу проведения соревнований, да, потому что не очень понятно, ну, для несведущего человека, потому что 11 дней идет, сколько играют вообще девушки, да, по какой формуле, то есть как они выбывают из турнира, в общем, как определяется победитель. И, в общем, к организаторам по поводу, может быть, условий, да, проведения, как это будет, возможно, будет наблюдать за соревнованиями, куда приходить, будет ли зал для зрителей и так далее. Так, я вкратце скажу сразу, что чемпионат будет проводиться по круговой системе. То есть 16 участников, 15 туров. И, значит, сегодня мы согласовали с главным судьей Айратом Нургазиевым, представителем Казахстана, тоже по системе онлайн, расписание турниров, туров. И по дням, значит, 11 начинается, там 3 дня будет из них по 2 тура, а остальные дни по 1 туру, и 2 дня, значит, будет, или 1 день, один день отдыха будет, это 20 числа. Вот. Поэтому очень насыщенно будет. С стоколеточным шашком там, значит, очень время большое отводится. Вы знаете, регламент, вот, может, Гаврил Петрович рассказать. Можно по 5 часов играть, так, можно и быстренько закончить, но обычно, значит, до последнего отца, до последнего флага, когда играет, это почти, что, значит, полдня уходит там. Тогда я хочу здесь добавить. Так, когда будет играть 1 тур, тур пройдет, начнется 14 часов. Когда будет играть 2 тура, первый тур утренний будет 9 часов, второй тур 15 часов. Надо сказать, что у нас отведено специальное место для проведения турнира. Там только входят судьи. А зрители, они могут наблюдать, заходить в зал и наблюдать со стороны, не подходя к участникам. Но для удобства зрителей в коридоре будет стоять 4 монитора телевизора, где будут показаны все 8 досок онлайн. Каждый ход там будет видно, и будут там у нас спортсмены, мастера-гроссмейстера, которые будут комментировать. В прошлый раз тоже у нас такое было, и очень много участников активно наблюдали, потому что мы там ставили еще настоящие доски. Каждый ход они тоже онлайн ходили и переживали, получали истинное удовольствие. Мы это обязательно тоже сделаем. В культурном центре будет выставка фотографий, посвященная шашечному движению истории шашек Республики Саха-Якутия. 2 дня во время турнира будет проводиться отборочные турниры среди школьников, которые будут участвовать в международных спортивных играх «Дети Азии». Вот поэтому там будет тоже интересно. Для желающих мы можем провести также сеанс одновременной игры, потому что с нашими спортсменками приедут к нам в Якутск их тренера, в том числе многократные чемпионы мира Александр Георгиев, Алексей Чужов и другие. И вот поэтому вы там наяву можете увидеть самых ярких представителей шашечного спорта всего мира. Это
Это была прямая трансляция из медиацентра. Отметим, чемпионат мира по международным шашкам среди женщин пройдет с 11 по 23 июня в Якутске. В нем примут участие 16 сильнейших шашисток из 9 стран и 4 континентов. Среди участниц и наши якутские спортсменки.